В эти минуты в Республиканском медиацентре начинается очередной брифинг. Его проведет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Иван Андросов. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Мы продолжаем освещать ход выборов. В студии у нас Иван Михайлович Андросов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики. Иван Михайлович, добрый день. Доброе утро. И у нас на территории республики в труднодоступных населенных пунктах прошло досрочное голосование. Каковы цифры? Да, действительно, вот с 19 августа у нас на территории республики начались досрочные выборы. При плане охватить более 4000 жителей, которые расположены в более 500 точек, мы полностью охватили. И сегодня, более 4000, точнее 4042 избирателя мы дали возможность исполнить свой гражданский и конституционный долг. И наиболее такие проголосовавшие, допустим, в Анабаре, это 701 избиратель труднодоступных, там оленеводы, вахтовики, в труднодоступных местностях проголосовали. В Жиганске 374 избирателя досрочно проголосовали, и в Оленке 529 избирателей. Но это такие наиболее большие количества избирателей, которых мы охватили досрочным голосованием труднодоступных и отдаленных местностей. Добирались иногда вертолетом, вездеходами, да? Да, действительно, привлекались авиатранспорт, наземные транспорты, водные транспорты. Да, тут надо учитывать, что чтобы эти 4000 избирателей исполнили свой конституционный долг, наши участковые избирательные комиссии добирались даже попадая в всякие неприятные ситуации. Вот был случай, когда в Нерингаре УАЗик поехал и прямо посередине речки заглохло, и чуть наши люди попали в очень сложное положение. Но даже пешком добираясь, они выполнили свой долг и дали голосовать избирателям на труднодоступном участке. Это более такие экстремальные случаи. Поэтому, не жалея себя, здоровья, наши люди дают возможность голосовать избирателям. Нам важен каждый голос. Каждый голос, да. Иван Михайлович, у нас на связи Верхневилюйский УЛУС и на линии председатель ТИК Петр Сыбахов. Петр Алексеевич, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Петр Алексеевич, как у вас проходят выборы, какова явка? Сейчас по состоянию 9:59, 9 сентября 2018 года, включены в список 10 638 избирателей. Проголосовало на это время 1586 избирателей. Это составляет почти 15%. Да, действительно, Верхневилюйская, по статистике мы смотрим, и они в лидерах. И сегодня по состоянию на 10 часов проголосовали. По наследам, например, Мать, Тобия, Хентик, Куду, они проголосовали почти 35-32%. Так, Тобия проголосовала 50% избирателей. Петр Алексеевич, спасибо за информацию. Петр Алексеевич, а какая у вас сегодня погода? Скажите нам. Погода очень хорошая. Солнечно? Солнечная. Ну да, хорошо. Днем будет, наверное, плюс 10 градусов. Отлично. Петр Алексеевич, еще раз спасибо вам за информацию. Иван Михайлович, какие вы показатели в целом по республике? По состоянию на 10 часов у нас из 625 874 избирателей проголосовало 41 603 избирателя. 41 603 избирателя. Это составит почти 7%. Почти 7%. В связи в некоторых улусах района сегодня погода не балует, можно сказать. Такой сильный ветер, дожди идут. Даже мне сказали, что в Мегино-Кангаласском районе, в селе Майя,
конкретно снег выпал. В Амгинском районе также. Вот, да, в Амгинском. И поэтому, возможно, это помешало. Если сравнить с весенними выборами, мартовскими, у нас в это время у нас в 10 утра было 12%, а сейчас вот 7%. Поэтому я считаю, что активность немножко низкая, но думаю, поправится. Если пройти по улусам, как бы, да, у нас северные районы, вот Анабарская, 33% вышли, Оленёкская, у нас 33% вышли, так, Эвино-Батантайская 15%, значит, Джиганская 20%, вот, и остальные вот чуть ниже. А город Якутск сегодня, ну, видите, какая погода у нас, ветер, дождь где-то идет в некоторых секторах города Якутска. Вышло всего 6,5 тысячи избирателей, это составило чуть больше 3,5%. Если сравнить с мартовскими, то там было 6%, а сейчас вот всего 6 тысяч. Мне подсказывают, что мы вышли на связь с Тампонским районом, и на линии председатель Александр Васильев. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Каковы у вас показатели, насколько активны жители Тампонского района? Ну, во-первых, от имени всех членов участковой избирательной комиссии и Тампонской территориальной избирательной комиссии мы поздравляем всех жителей Республики Саха-Якутия с единым днем голосования. Сегодня у нас в Тампонском районе открылись все 16 участковых избирательных комиссий. Они готовы принять 9033 избирателей, которые внесены в списки избирателей. Кроме того, сегодня проводятся у нас повторные дополнительные выборы 2 депутатов районного совета Тампонского района и 4 депутатов поселкового совета муниципального образования поселка Ханнага. В муниципальных выборах у нас будут участвовать 1146 человек на районных выборах и 2011 избирателей на выборах депутатов поселкового совета. Досрочно, труднодоступных, отдаленных местностях проголосовало у нас 111 избирателей, в том числе на авиационном транспорте 59 оленеводов. На муниципальных выборах досрочно в помещениях УИК проголосовало 3 избирателя. И по состоянию на 10 часов у нас проголосовало на республиканских выборах 566 человек, на муниципальных выборах депутата районного совета 35 человек. Кроме того, у нас для того, чтобы провести выборы открыто, прозрачно, работают 13 наблюдателей от кандидата Айсана Сергеевича Николаева, 13 наблюдателей от кандидата Лебедева Виктора Николаевича, 9 наблюдателей от Якутского регионального отделения политической партии Коммунистической партии Российской Федерации. Всего 44 наблюдателя. И кроме того, «Справедливая Россия» назначила 7 членов УИК с правом совещательного голоса. Но выборы проходят организованно, избиратели идут охотно. Я думаю, что сегодня, несмотря на дождливую, пасмурную погоду, настроение у людей достаточно оптимистичное. Выборы пройдут на высоком уровне. Александр Иванович, спасибо вам за информацию. Хорошего дня. Иван Михайлович, какие еще показатели, что вы можете отметить по явке? Ну, мы следим за ходом голосования. Значит, в городе работает все 20 из 119 участковых избирательных комиссий охвачены видеонаблюдением. Значит, можно зайти на наш сайт, там очень хорошо показывают, как идет голосование. Можно выбрать любой участок. Да, можно выбрать любой участок. И, значит, после 8 вечера можно будет зайти, значит, и наблюдать, как идут как бы подсчеты голосов бюллетеней. Поэтому надеюсь, что, значит, сегодня выборы пройдут нормально, прозрачно, чисто, без всяких больших нарушений законодательства. Сейчас у нас на связи Мирнинский район и председатель Любовь Федоровна Франц. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые жители и гости нашей республики. Добрый день. Сегодня Мирнинский район, так как и все жители нашей республики и страны, принимает участие в едином дне голосования.
Нам, вот, жителям Мирнинского района, предстоят, как еще раз повторюсь, жителям республики принять участие в досрочных выборах главы республики Саха-Якутия, народных депутатов нашей республики. Также у нас проходят выборы главы Мирнинского района, депутатов Мирнинского районного совета, депутатов. На поселенческом уровне у нас выборы главы муниципального образования поселок Чернышевский. И также в поселениях вот повторные выборы депутатов по 2 округам в поселковые советы поселка Айхал, поселок Чернышевский, и по 1 в поселковый совет Алмазного. В общем, таким образом, в основном избиратели Мирнинского района сегодня, ну и на досрочных выборах, кто уже проголосовал, получает 6 бюллетеней, а вот в поселке Чернышевском даже 8, в Айхале Алмазном и по 7. В организации выборов на территории Мирнинского района у нас занимается вот Мирнинская территориальная избирательная комиссия, на которой возложены полномочия муниципальной избирательной комиссии. 3 окружных избирательных комиссии по выборам народных депутатов Республики Саха-Якутия и муниципальные избирательные комиссии поселок Айхал, поселок Чернышевский, поселок Алмазный и 34 участковых избирательных комиссий. На утро у нас избирателей почти 52 тысячи избирателей. Вот в период, когда проводилось досрочное голосование, 312 человек у нас проголосовали непосредственно в участковых комиссиях, 221 труднодоступных. Это работники у нас проголосовали гидропостов, работники алмазодобывающей, нефтяной и газовой отраслей, работающие вахтовым методом, сенокосчики. На 10 часов утра у нас проголосовало 2701 избиратель, это с учетом вместе с теми, кто проголосовал досрочно, и вот на 10 утра явка составила 5,2%. Ну, в общем-то, постарались создать на избирательных участках праздничную атмосферу, будут работать, так сказать, торговые ряды, будет организована культурная программа. Ну вот надеемся, как-то немножечко еще очень пасмурно, но надеемся, что солнышко появится, и люди, как бы, время еще несколько раннее. И вот, как бы, позвольте и призвать всех жителей, в том числе наших мирнинских избирателей. Я надеюсь, что вот ради стабильного развития нашей республики и района, я надеюсь, что сделали уже свой осознанный выбор, определились со своей позицией и с присущим здравомыслием сегодня придут на свои избирательные участки, сделают правильный, проголосуют, отдадут свой голос, так сказать, за свое будущее. Спасибо. Любовь Федоровна, добрый день. Добрый день. Вот на весенних выборах у вас активность была на 2 раза больше. Вот с чем это, думаете, связано? Это погода повлияла или что еще может быть? Ну, наверное, погода. Может быть, еще все-таки многие сентябрь месяц, еще люди в отпусках. Ну, кто-то, наверное, сегодня еще вот, сегодня хоть и пасмурно, но сухо, наверное, еще дачными делами занимаются, закрывают свои дачи. Ага. Ну, хорошо. Мы надеемся, что до вечера люди подтянутся, и у вас будут хорошие показатели. Спасибо. Мы тоже на это надеемся. Спасибо, Любовь Федоровна. Ну что ж, Иван Михайлович, у нас следующая пресс-конференция запланирована на 12 да, часов на 12:30. Я думаю, картина изменится. И пожелаем всем нашим избирателям прийти, приглашаем на выборы, приходите, исполняйте свой конституционный долг. Спасибо. Спасибо, Иван Михайлович. И до встречи в эфире в 12:30. Это была прямая трансляция из Республиканского медиацентра. Там прошел брифинг заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Ивана Андросова. Мы продолжаем следить в прямом эфире за ходом выборов. Не переключайтесь.